Так, ребятки, ну что, шел и дошел до Галечки родной. А Галечка уже, как знаете, как проститутка походу. Потому что как я сюда не приезжаю, как я здесь не убирался, Гальку тут делают капитально. Опять все в банках каких-то, блин, в пакетах. Я вообще в шоке, конечно, блин. Неужели вот так как-то, я не знаю. Планировал я там остановиться в одном месте, ребята. Там как раз закуточек такой глубокий есть. Там, к сожалению, машина стоит. Не знаю, что делают, людей я не видел, но тачка стоит с той стороны. Там как раз дорога. А я хотел напротив. Ну, думаю, мало ли, если если где-то остановились, где-то ребята, может, не знаю, или охотятся. Ну, как бы ни было, мало ли они там уже стоят и уже как-то не, даже не, неправильно, что ли. Если вот рыбаки напротив, я даже стану напротив, как-то, знаете, не по себе. Есть лодка, что тебе занять другое место нельзя. В общем, дошел до Гальки. Есть желание, конечно, ниже, ребята, еще бахнуть. Есть там у меня пару точек тоже интересных. Но, блин, 2 раза хорошенько ударился. Прямо сейчас вот тут недалеко. Очень сильно зашел на балан. Прям, не знаю. Там как раз просто жесткий перекат будет дальше. Стоит этого, не стоит. В принципе, время позволяет. Может туда умотать. Но опять же, осень, ребята. Частенько заходит лещ. Крайняя рыбалка у меня была, то что вот именно 3 леща на донке попалось. Если не с налимом, может, не зайдет, то здесь, возможно, лещ. Но опять же, непонятно. На удивление, ребята, где-то стул у меня стоял вот здесь. Один раз где-то вот там даже. Потом вода упала где-то здесь. И вот, смотрите, ребят, какие дела сейчас. Ужас просто. Сейчас, наверное, вы понимаете, да, сколько воды. Я ходил по траве, по той тропинке. Сейчас вот просто открытый берег. Вот. И сейчас стою и тут, ребята, думаю, вот что делать. Что делать? Куда-то в пляж заезжать. С дровами надо будет возиться, потому что на пляжах ивник в основном. Здесь-то у нас сбор. Пойдем сушину какую-нибудь возьмем. Перетарабаним ее сюда. Дрова у нас будут. Но опять же, осень, ребят, я здесь уже по фидеру точно не буду. Здесь я только по фидеру. Короче, вот сейчас в раздумках разгрузка или дальше идем. Может быть, даже и дальше сходить. Короче, думаю, ребят.
Короче, братва, как будто бы вот так, сейчас только я приехал, и вот. И как-то так. И глаз радуется. Ну, я не знаю, ребята, ну, кому по кайфу вот заезжать вот так? Ну, все же. Ну, так же лучше, правильно? Да. Ладно, ребят, короче, решил тормознуть. Ну, что будет, то будет. Попробуем. Все-таки я здесь закрываюсь в плане этого места. Я сюда больше не приеду. 100%. Вот. Налим тут есть, не крупный, но здесь, то бишь, соотношение, ребят, песок с камнями. Налим здесь может быть. Почему бы нет? С налимом плохо, но вдруг здесь бонус какой-то ходит. А бонусы здесь есть, ребята. Здесь я ловил судака на червя. Здесь я ловил стерлядь на червя. Здесь я ловил леща крупного. Здесь я ловил окуня очень крупного, щуку очень крупного. Здесь место интересное. Почему здесь не поймать крупного налима? Правильно, ребят? Такой ветерочек задувает. Ну, с тем расчетом, что, говорю, мало ли, если не будет налим, то здесь, возможно, возьмем леща. Осенью, в принципе, хорошие лопаты тоже выскальзывают. И на донке я частенько ловил 2+. А вдруг побьем бонус, ребята. Так что нормал. Все, вещи стаскал. Время у нас еще, ребят, 3 целых часа. Сейчас я, наверное, выставлю сразу снасти. Да. Просто побросаем их 6 штучек всего лишь. Это просто закидушки, это даже не донки, не надо разматываться. Кинем, обозначимся. Посмотрю вот примерно, наверное, вот с той косы. Туда дальше не пойду уже, потому что, ну что там за двух бегать, такое расстояние. Вот, наверное, с этой. Хотя можно даже и с той. А, наверное, туда тоже бросим, ребята. И бросим, наверное, так. Короче, давайте, знаешь, как сделаем. Разбросаем. В общем, обычно 10 метров там от друг дружки. То сейчас бахнем 20. Ну и хрен с ним. Звонкие колокольчики поставим в дальняк. Слабенькие сюда. Во, то бишь раскидаем точку, ребята. Вот так вот. Да, 6 штучек всего, ну, короче, нормал. Так что сейчас вот немножко столик Чайковского, как обычно, за прибытие. Ну и погнали. А вдруг Галка ждала меня и скажет: ну, красавчик, приехал, не побоялся воды, приехал. Сейчас, в принципе, ребят, есть машина, в эти края можно доезжать на машине, на Ниве, я имею в виду. Вот. Ну, как бы ни было, лодка это лодка, ребята. Правый берег, левый берег. На машине приехал, занятый и все, уперся. А здесь, фу, делов-то. Короче, ребят, что-то настроение сразу поднялось. Я так приехал, что, знаешь, приунул даже. Вот, ну, реально, ну, такой безик, блин, на берегу. Помойка, просто помойка. И ничего не меняется. Думаешь, приедешь, а тут стол стоит, знаете, поставили там какой-то навес. Вот это приветствуется, ребят. Вы же на машинах сюда приезжаете, как минимум. Привезите доски там какие-нибудь, да, можно же замутить что-то. Нет, только срать нахуй могут, все. Короче, ладно. Не будем о плохом. Погода шикарная. Сегодня вроде даже ночью минуса не будет, ребят. Сегодня вот у нас прям жестко был минус 40, хотел сказать, 4 градуса. На реке, возможно, было 5-6. Был крепкий заработок. Фу, блядь. Заморозок. Что-то заговариваюсь, ребят. Махануть, наверное, надо. Нет, как думаете? Ладно, все, погнали. Так. Столичек. Взял, ребята, Эва. Ну, такие, типа сапоги-калоши. В прошлый раз просто в резине замерз. А сразу не поехать в них, надо было лодку тащить. Сами видели, какой старт был. Просто до середины реки надо тащиться было. Такие купил. Прикольные штуки, ребята. Вот мне кажется, и зимой в палатке вот двигаться. Чулочек такой есть. Короче, не знаю, ребят. Что-то в районе рубля стоили. Вот я. Нормально, мне понравились. Они легкие и уже не резина. Ну, вот я переобуюсь. Здесь сухо осенью. Ходить, что, пожалуйста, травы нету. Так.
Как обычно, червячочки. Спасибо Алене Сергеевне. Привет тебе, мамуля. Парник перекапывал и нашла там штук 100, наверное. В общем, у нас семейный подряд, ребята. Так, ладно. Моя уже разбитая сумка вся в дребузгу. Чайковский. Вот. Охота что-то жареная рыба, ребята. Если сегодня поймаем налимом, может пожарим. Так, взял картошку, там как обычно. Огурчики последние собрали, парник убрали. Вот. Хлебушек там все есть. Если рыба попадется, может сегодня пожарим рыбу. В прошлый раз грибы кушали, сегодня рыбу будем кушать. Вот. Но пока не охотимся, так что дичи нету. Колбаса только. Как у меня мама говорит, самая вкусная рыба — это, говорит, колбаса. Ну да, ну она просто в детстве переела рыбы, потому что жили только на рыбе, а сама с Печоры у меня. Кто знает, что такое Печора, ребят, понимает. Так, ладно, это все в сторону. Ваше здоровье. Где вы там, братва? Пускай подстывает. Так, ребят, ну чё, наверное, бросимся. Сейчас дело к осени. Сейчас может елец скатываться. Туда-сюда. В общем, какой-то окунек там. Тем более 6 штучек, что тут бросить их-то? 3 секунды. Сейчас просто обозначусь. Ну да, наверное, бросим и туда, и туда. Пускай стоят, что. Понятно, что по налиму еще рано. Ну, как бы ни было. Наутилусы мои новые. Блин, огонь палки, ребята. Если вот так в плане закидушек, прям гарантирую. Вот, прям огонь. Это 1,80 м. Можно там и 2,10 взять, 2,40 даже. Вот, допустим, вот этот крокодил, ребят, у меня уже, он у меня уже идет 2,10, видите, я уже его перевожу уже в взломанном. Катуха, видали какая? Потому что, ну, при перевозке уже большовато. А вот 1,80 м самый огонь. Сейчас тут все сделаю. Поперли, кинем и за дровами попрем. Вечерок намечается бомбезный, ребят. Сейчас пока подымался, ветер шел. Сейчас смотрю, успокаиваться все дело. Успокаиваться. Вот то, что вот, конечно, вот это все путается, блин. Надо какой-то чехол под них. Какой-то чехольчик нужен. Вон, ребят, видите, есть побольше, позвоньше. Но дальняка, вот эти маленькие, допустим, поближе. Надо, конечно, взять вот эти, которые еще мигают. Тогда вообще круто будет. Полная темнота. Даже если ты не услышал, видишь, там что-то мигает, светится. Какое-то шевеление уже, значит. Так, ладно.
разную дистанцию буду кидать. А там поглядим ближе, ниже, выше. Разберемся. О, вроде воткнул. Фига запруда. Коса такая. Можно даже поменьше сделать. Вот так вот. Метра 4. Так, ребят, ну что, все готово. 6 штучек бросил. Вообще даже времени не заняло. Первое вот здесь, выше отводки. Правда, уже звенят все. Потом в упор одна. И пошел туда. Раз, два. И вот там, ребята, еще кинул. До того мыска не пошел. Это вроде так на камеру видно, что близко. Далековато. Бегай туда. Вот здесь он звенит, ребят. На этого точно звенело уже. Какая-то мелочь. Но у меня еще, ребят, знаете, что смущает? То, что очень много пошел лист. Листа просто море. И вы не думайте то, что это только на поверхности. На дне, ребят, его столько же. В толще воды идет. И когда лист идет, рыба тоже. Жабры забивают ей. В общем, она прячется, гасится. Листа очень много идет. Это все идет лист. Ну вон, что, какая-то мелочь звенит, уже радует. Ну, будем ждать ночью. Поклевка какая-то, ребята. Опа. Кто-то бахнул. Только растаялся. Опа. Что, даже какая-то рыба, что ли? Ну да. Наверное, окунь. Вот попер туда, блин. Щука, ёк-макарёк. Начинается здесь у вас сказки Морозко. Ты ну что взяла-то? Жаба. Ты и на окуня взяла. На окушка взяла, ребят. Окунь бахнул. Щучка. Так, ладно, что, на жареху я поймал. Сегодня ужин будет. Мелкая, конечно. Такая, грамм 400, но... А, в кармане. Блин, продольник опять не взял. Я макарек. Подожди-ка, брат. Ты прям вообще должен просто жить. Окунек попался. Ну что ты? Не знаю. Давай, давай, полосатый. Может, отклемаешься? Может, отклемаешься? И на крючке побывал, и у зубатой. Тебя пожарим нафиг. Что звенит этот окунь опять с вечера. Ну, здесь, в принципе, может хороший окунек попасться. И болтыхался, бедолага. На, его и щучка хапнула. Окушком даже не побрезговала. Ну, вечер всегда такой интересный, да. Такой. Ладно. Там тоже, наверное, окушок сидит на той.
Сотка стоит отлично, ребята, как вкопанная. Чуть-чуть даже по течению ставлю. Нормально. Руки запахли рыбой, ребятки. Так, ну ладно, что. Окушки позвякивают, но это нормально. Ну вот надо было, блин, продольник брать и не лениться. Ну ладно, я что-то думал. Просто думал, мало ли где я буду стоять. Короче, пошли, ребята, в бор. Что-то надо найти. Сушинку какую-то. Ну, никак на костер. Костер, понятно, попалим с вечера. Мусор спалим весь. Пожгем. А так в палатку нам 3-4 надо полежки по-любому. Так что погнали. Что-нибудь надыбать такого, ребят. Каждый год что-то падает, что-то роняет, ветра. Ураганы у нас были тоже в этом году. Жесткие причем. Пол поселка разворотило. В Телеграме я выкладывал посты. Жесть вообще. Такое, чтобы далеко не ходить. Не таскать. Сейчас что-нибудь надыбаю. Березку какую-нибудь. Дождя не намечается, так что нормально. И в принципе 3 градуса, 2. Ну 0 даже будет, даже не минус. Это хорошо. Сегодня, да, шестерка давила. Было бы прохладненько.
Все, ребят, с дровами покончено. Здесь, видите, обрыв такой. И тут недалеко, ну как недалеко, метров 50, наверное, пришлось тащить. Сухара такая упала. Суха, ребята. Классные дрова. Вообще люблю четкие дрова. Макушку вот, в общем, сучками на костер попали. А вот средняк притащил это вот как раз на печку. Нормально. Вообще сухие, ребят, как порох. Классные дрова. Там еще пол бревна, грубо говоря, лежит. То бишь я забрал верхушку и 3 по 2, наверное. Там, наверное, еще 3 по 2 будет. Но там уже около камля, там уже широкая, тяжелая. Не тяжелая, не легкие, но нормально. Сейчас пока стоялся, еще мусор собрал. Вот. И тут лежала тоже горевшая, я ее шаркнул. На костер пойдет. Ну вот этот мусор тоже спалю весь. То, что собрал. Так. Что тут у нас на дальнем кордоне? Лист вижу. Червей нету. Все понято. Лист вижу. Червей нету. Поехали. Что-то надо далековато. Ну ладно, посмотрим. По-всякому покидаем. Окуньки. Окунечки, окуньки. Какая-то рыба, что ли, ребята? Тоже окунь. Вот такой более-менее окунек. Тоже в заглоте. Ну, это вот как выставился. Они заглотил. И придется забрать его. Более-менее такой. Ну, с вечера вот они извиняли, как выставился. Блин, пока тащил, перекрутил. Я думал, что-то хорошее, он как воблер идет. Один не дожил, щучка хапнула. Все. Снаряжаю. Такие уже шматочки интересные. Вкусные. А раз. Туда его. Вот тут прям интересно.
Ну все, ребята, домик готов. Птицы в стае сбиваются. Темнеет на глазах. Ну, я успел. Сегодня все нормально. Конечно, с этими закидушками намного быстрее все делается. В общем, ребят, вот так выставился. Это берег. МФП-2. У меня есть 4. Огонь палатки, не нарадуюсь. Крайний ролик, кто смотрел, я ночевал тоже в ней. Также примерно ночевал. Ну, что-то подзвянкивает. Ладно. Вот так. В принципе, у меня здесь летний ПВ также расстегнул. Ну, чтобы этот, как его, мало ли что, как бы. Земля еще нормальная. Я сюда расстелюсь и нормально. Пашихонка 25, ребят. Ну, смотрите, в этот раз я как сделал, выставился. Я изгиб сделал здесь. Посмотрим. У меня здесь отверстие уже расходилось. Труба проваливается. У меня вот хомуты такие сделаны специально. А так вот жестянку подложил. Нормально. И в общем этим изгибом я ее немножко сместил назад. Потому что в прошлый раз проблема была. Печка прям внутри. Но буду заказывать со временем. Отверстие здесь. Трубу, чтобы стояла в упор к стенке. Так как здесь есть огнезащитка. И вот так вышел. В общем, у меня сейчас изгиб, соответственно, внутри, а прямая труба снаружи. Не знаю, посмотрим. Так. Но место стало побольше, так как вот именно вот этот изгиб все-таки забирает немножко. Ну, потом со временем появится печка. Короче, каждой палатке печка получается. Эта пашихонка классно подходит к снегирю на зимнюю. Все изгибы, все это работает. У меня здесь все есть эти рукава противовоспалительные. Под большую палатку у меня береговская печка 35 литров. Вот здесь надо еще одну печку. Блин, вообще. Ну, чтобы было все четко. Здесь пятнашки, в принципе, достаточно. Ну, 20 литров за глаза. Палатка небольшая. 2,20 на 2,20. Вроде как память мне изменяет. Или 2 на 2. Высота что-то 2,20 вроде, да. Не помню, в общем, ребята уж. Ну, в общем, это что у него? 4-й выезд, наверное. Летом мы выезжали с семьей. Короче. Так, пока приспосабливаюсь. Ну, надо приспособиться и уже подогнать, чтобы зимой, если выезжать, чтобы таких моментов не было. Так как здесь зимой буду ночевать, в ней все равно. Такие дела. Ладно, темнеет, ребят. Закат шикарный. Костерок распалю.
Так, братва, добрый вечер. Я диспетчер. Ну все, темнеет, люстру подвесил. Кстати, прикольно, чем выше, ребят, подвешиваешь, тем прикольный лагерь освещается. Вот. Сегодня тепло, классно. Чувствуется прям тепло. Ветер успокоился. Красота. Так, ну что у нас? Времечко 17:53. Ну, в принципе, нормально, ребят. В прошлый раз у меня в 7 часов начали выходить налимчики. Ровно час клювали, короче. Вот. Так что сегодня прям можно посидеть возле костерка. Может что-нибудь даже перекусить, пока я что-то щуку готовить неохота. Ночь длинная, успеется. Вот. А так просто ничего не ел, не завтракал, не обедал сегодня. Время уже 6. Можно что-нибудь и хапануть. Ну а так сейчас через полчаса надо перезабрасываться, ребята. Все. А так все классно. Сухенько, классно, блин. Сейчас скоро дожди начнутся, вот так уже не покайфуешь, блин, конечно. Грязь, вот эта сырость, блин. Вообще бомба. Мне нравится. Дров с запасом. Короче, нормал. Камни потаскал с берега. Так, ну типа как обогородить костерок. Ну и нагревается, от них тепло идет еще. Смолячком пахнет. Запах просто божественный. Люблю вот этот запах костра, смоляных дров. Вообще круто. Так что-то там цин-цин, там цин-цин. Ну все, в общем. Окушки, как обычно, с вечера поклювали, короче, и все. И бонусом щучка небольшая. Бонусом. Ну это ладно. Будем ждать ночи. Вся движуха ночью, ребят. А тем более налим Никодим, это ночь. Так, ребятки, ну что, сжигаю мусор. Все бутылки эти, все, пока костер огонь. Сжигаю полностью. Бывает такое, что, ну не знаю, тоже зависит от стекла, наверное, скорее всего. Какие-то лопаются просто, какие-то даже плавятся. Вот. Ну что, поперли. Наши городских поближе деревни, как обычно. Перезаброс, стартовый закорм. Я обычно так говорю. Красота. Штиль такой сегодня. Классно вообще. Посмотрим, что Галечка нам даст, не даст. Так-то осенью обычно на песках стою. Ну, может, и лещ хапнет. Ну вот, перезабросил. Ну, пожевано, короче. Много пожеванных. 18:31. Так, ребят, предлагаю перекусить чутка.
А потом уже до ужина дотянем по 11-12, там как получится. Сейчас пока охота что-то закинуть. Там колбаски есть у меня. Я думаю их поджарить сейчас на костре. И песня. А с собой бутылочка интересная. В общем, Андрюха, если будешь смотреть, тебе, братан, огромный привет. Короче, тут чуть ли не нарисовалась экспедиция, ребят. Ну, в моей стороне. Ребята с Архангельска, в общем, собирались ко мне приехать. И как бы я был на связи, но неделя там как будто бы дождливая была. Потом у меня возникли проблемы, как бы я не мог выехать, у меня дела были. Но Андрюха говорит, я, говорит, поеду в эту сторону и, в общем, поеду, говорит, к корешу в Ухту. А потом уже решим, как бы. Они ко мне на обратном заезжали, но никак не получалось у меня выскочить. Ну и с такой водой тоже, куда? Водомет у меня еще не обкатанный особо, не настроенный. Вот. И, короче, приехали, мне подарков там привезли. Вот бутылку коньяка мне вручили. В общем, я хочу выпить именно за пацанов с Архангельска. Ну, как бы, они все поняли и, как бы, ну что, говорит, не получается, не получается. Прокатились, в общем. Ну и зовут в гости к себе. Возможно, я поеду. Не знаю, в этом сезоне, наверное, уже не получится, но вот на будущем. Так что в Архангельск тоже нужно сгонять. Прекрасные места, много озер, реки, море. Да, как говорится, широка страна, ребята. За всю жизнь хрен объедешь. Вот, и бутылочку взял, короче. Так, за пацанов чисто на привете. Так что давайте, ребят, я думаю, вы поддержите, да? Посмотрим. Сегодня как-то странно, так знаете, как-то тепло и спокойно, так как-то, знаете, не знаю. Ну, тут вся ночь, как говорится, впереди. Там будет известно. Короче, да, время, ну не знаю. Тут, видите, погода поменялась, ребята, уже и, возможно, будет по-другому. Так что тут попадать нужно, как минимум. Ну, сегодня мне прям нравится. Сегодня мы прям как-то, не знаю, приятно, что ли, как-то. Так, по-свойски. Короче, ребят, готовим. Маслицо есть. Вилка есть. Сосиски есть. Колбаски. Еще заморожено.
Старый Ереван. Такого еще не пробовал. Сейчас заценим. Что там? Огонь, ребятки. Прожарилась. Картошечка молоденькая, вареная. Ах, красота. Можно было туда поджарить. Ну так, ребят. Она уже готова, вареная. То бишь есть жареная картошка, есть вареная. И так жареная колбаса. Жареного. Вредная тема. Так-то, если рассудить, ребята, все вредное. Курить вредно. Выпить вредно. Что-то еще жареное вредно. Мучное вредно. Сахар вредно. Соль вредно. А что потом, вообще не жить, что ли, ребятки? Так что как-то так. Ладно. Вот такой флакончик мне Андрюха вручил. Старый Ереван. Братан, выпью за тебя конкретно. Вот. Вообще хочу выпить за достойных, ребята. Мне повезло, имея канал, вот скажу прям, как сказать, честно. Мне, конечно, и свело много с негативом, с плохими людьми, с жадными, с завистливыми. И, ну, всякими хейтерами, собаками, короче, там, туда-сюда. Ну и опять же, благодаря каналу, живя в деревне, в общем, ребят, я обрел много знакомых, друзей и много достойных пацанов, которые вот реально меня прям, ну, душа прям, много. Отчасти, ребята, много. Хороших людей все-таки намного больше, чем плохих. Вот, так что, благодаря каналу, да, конечно, у меня много стало знакомых, и именно крутых пацанов, рыбаков, кто в теме, кто вообще вот за такую движуху. Понятно, у всех своя рыбалка, но вот в плане этого прям, я прям горжусь, что ли. Но мне приятно. Давайте, братва, за достойных, за понимающих, в общем, за мужиков. За нормальных, крепких мужиков, которые понимают все это дело и добывают, трудятся, зарабатывают, в общем, любыми способами, путями, но как минимум они двигаются, и это круто на самом деле. Ладно, ребят, давайте. Ну такой пойдет. Что там колбаса у нас? Прожарилась. Выключаем свет. Пушка, бомба, петарда. Там еще огурчик есть, ребят. Но я считаю, огурчик это под водочку. Трык-трык. 7 часов. Поглядим, короче, ребят. Я даже нисколько не расстроюсь, что если там даже не попадется, там что-то еще. Вылазка она такая тема. Тем более рыба. Если
охотника ноги кормят, да, как говорится, там. Или собаки, там, что-то еще. Ну, здесь уже как по налиму, как повезет. Тут тема такая. И я уже смирился с теми, что там моментами, что когда-то мы ловили налима очень много, да. Сейчас вот налимчики какие-то и что-то такое. Ну, я же не перестану ходить, ребята. Ну, как ни крути. Лодка мотор, понятно, дало больше возможностей, палатка. Существовать комфортно. Вот. Раньше же только костер был, по идее. Как-то возле костра там шалаши делали там. Лапник там, я не знаю, там пленку натягивали. Да, рыбалка шагнула, но от этого, ребят, в душе-то ничего не поменялось. Так что я просто хотел в дальнейшем двигаться, вот и все. И как бы я мог бы также ходить недалеко от деревни, также жечь костры, но если есть возможность, то почему бы нет. И как бы мы тоже, ребята, не молодеем, мы стареем, возраст. Я не говорю, что там прям труба, но как бы ни было. Такие дела. Ладно, как обычно, начинаю базарить. Надо как-то на стрим, ребят, выйти. Но вот нет возможности, в деревне плохой интернет. Тем более YouTube сейчас этот не тянет. А так бы посидели, пообщались капитально. Ладно, вырубаем свет. Валера, вырубай, говорит. Поклевка, ребята. Вот он. Ага. Кто это у нас? Ага, ага. Ага, ага. Я понял. Берем. И чё? Ну и чё? Все что ли? Подлещик, ребятки. Вот засранец, а. Подлец. Такой еще не крупный, блин. Ладно, заберем на котлеты. Тырк-тырк-тырк-тырк. Сижу, кушаю. Подлещики. Ну, может, леща, ребята, и завалим. Хрен знает. Понятно, что это не фидер. Кормить нужно. Выкармливать. Но мы тут раскидались, так что почему бы нет. Так. Ладно. По сусекам, как говорится. Нормально. Пока мелочь. Щучка, окунь и подлет. А нам нужен налимет.
Опять поклевка, ребята. Опять какая-то бубнит. Опа. Камушки аккуратно. О, она опять, ребят. Ага, ага. Берем. Походу подлещик, ребята, опять. Вообще мимо. Мимо. Ну, походу подлещик такой же. Опять хапал. На ту же, блин. Подлещики, ребят, вышли походу. Вон, 2 подряд поклевки. Так, ну надо перейти, перезакинуть, ребятки. Пойдемте. Подлещики. Небольшие, походу. Что-то сейчас жмякал. Ну, надо было подождать. Пучки-то большие. Рот, походу, небольшой, сосать не смог. Ну, лещ-то, да, крупный он. 3 червя спокойно. Тем более вот к осени, ну, он нажирается тоже. Там как бы не рассматривает он. Хватит все. Я на донке, считай, ловлю. Там леска 0,8. Основная там, поводки там 35-е. Такие крючки. И как бы ловлю же. Здесь все-таки поделикатнее немножко. Вот чувствуется похолодать. Холодать начало. Ну, сегодня будет где-то в районе 0. Так что так. Короче, надо пройтись, перезабросить. Обновиться, так скажем. Есть, ребята. Ах ты, зараза. Ой. Первый налим был, ребятки. Ушел. Только пошел проверяться, слушай, что-то подзинкивает. Так. Был налим Никодим. Рано, ребята, рано. Рано я взял. Блин, сход, ребят. Только сижу, думаю, ладно, пойду. И дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Подошел, смотрю, качает. Так как-то нежно берет. И почти допер уже, бац, и сошел. Такой где-то грамм 700-800 был. И стоит, главное, думал в воду залезть за ним уже. Ладно. Так, пошли, ребят, первые разведчики. 8 час. Погнали, наша тема. Так, ну первый разведчик вышел. Мне подлещики-то эти особо, скажем, не нужны. Так, если лещ лупится, то пойдет. А так, блин, должен здесь налим-то тоже жить-то. А там и яма хорошая, и приямки здесь. И на камнях он тоже любит двигаться.
Опа. Вот они камни, ребята. Грузило в камень зашло. Бровка, походу. Ну, тут, в принципе, все нормально. Тут все нормально. Это сейчас, походу, цепанул, наверное, этим крючком в камень. Нормально, шевелится, шевелится. Ладно, поехали. Плюс-минус кидаю по-разному, конечно, но как-то так. Можно клипсоваться, по идее. Вот здесь вообще приямок хороший. Ехаем. Так, ну вот, ребят, разведчик что? Первый, да? 8 часов. Ну это все не то, вот это трын-трын-трын-трын-трын. Те же подлещики, вот это. Я помню, ну, такая рыба за 2, уже за 3. Там совсем по-другому на донки клюет, конечно. А там бьет так, что колокольчики вылетают нафиг. Щука бывает хватает так, вот на миногу обычно, когда стою. Она так брум, натягивает колокольчик, и потом резко в воду бульк. То бишь она отсюда идет. Ну, крупная щука там. Ну, все понятно было. Всегда. А это такое. Там прикусила, там прикусила. Тут он, ну, тут рядом был, как бы, если там, дал бы им секунд 30 еще, он бы, конечно, может быть, и заглотил. Ну, такой, не знаю, в воде просто показался, у страха глаза велики, ребят. Осенью пока налима ничего интересного. Ну, в принципе, вылазка-то какая-то, 3-я у меня всего лишь только. Да. Это всего лишь 3-я вылазка только. Ну, ладно. Дай бог, не последний звоночек. Кто-то возле лагеря теребонькает. 3 раза уже ударил. Посмотрим. Что-то теребонькает. Непонятно. Все понятно с вами. Подлец. Вот они так и теребонькают, но налив-то все-таки он поплотнее берет. Вот второй такой же. Ладно, заберем чаю. Лавруха. На котлеты сборная солянки сегодня у нас. Налимчика пока нету. Писать не надо, ребят, потому что там мелочь, не мелочь. Рыбу перерабатываем всю. И нашли способы применения даже к этому лещу. Автоклав, ребята, у нас появился. И мы делаем шикарную консерву с леща. Он 3 червя, он его замусолить не может. Но на нее налим и хватал. Поближе кинем. Посмотрим, может, что поближе. Вот и лето прошло. Ребят, сезон за сезоном. Жесть. Просто летит время вообще. Не понимаешь даже, куда его, как его тормознуть-то, остановить. Только вроде весна,
Лодку спустил, думаешь, блин, целое лето впереди. Тут опять снегоход доставать. Такие планы, такие эти. Ну, как-то на так, блин. Время летит, конечно, очень быстро. И успеть вообще ничего нет. Нет возможности даже успеть. Но я уже давно понял, ребят, надо самотеком пускать как бы. А делать, если делается, то без раздумия, короче. Вот такие мысли меня посещают. Потому что вот сегодня я здесь, а завтра я сюда, возможно, не смогу приехать. Соответственно, как бы надо ехать. Скоро опять зима, ребят, первый лед. Ну а потом долгая-долгая зима, которая полгода практически, блин. Да. Но лето хорошее было. Как сказать? Ну такое непонятное. Июнь был холодный, в июле что-то непонятно, август более-менее с погодой периодически. И грибы пошли в августе. Я боровики никогда не собирал, ребята, в августе. Мне приходят в облако смс-ки, фотографии. Вот именно вот в октябре я боровиков начинал собирать в прошлом году, 2 года назад. Здесь уже отошли грибы. Так что тут, ну, раньше как у деда было. Картошку сажаем там на день рождения внука, там, грубо говоря, да, там, к Дню Победы там ледоход, там плюс-минус там. Ну, в общем, как-то, знаете, все было обыденно по календарю, да, какие-то плюс-минус числа. Ну, было все стандартно. Сейчас, ребята, вообще дурдом, вообще дурдом. Сентябрь такой давил, что мама родная. Зимой дожди бывают. Что-то странно как-то. Все идет, короче, ребят, куда-то не туда. Раньше было все стабильно и вроде как бы все нормально было. А сейчас вот эти перепады, перемены, обломы вот эти, непогода. Вот этот сентябрь был теплый, ну это тоже, в принципе, нехорошо. Тоже для той же рыбы. Она-то примерно понимала, что нужно было уже как-то двигаться. И были вот такие дни, когда я даже выехал, было минус. А потом опять 26, как бы, ну это же тоже не так. Наводнения, нету половодья. А куда рыба-то? Рыбе где? Что? Вот этот катаклизм, мне кажется, и меняет все это дело. И тут как-то приспособиться и как-то понять, приугадать нет возможности, нет. У меня уже немало опыта, так скажем. Не буду, конечно, тут понты кидать, да, но все-таки, ребят, уже много рыбалок, конечно. И именно прожитых. И вот я вот не могу никак приугадать. Ну, никак невозможно приугадать. Никак. С одной стороны это интересно, с другой стороны это, конечно, непонятно. И тут у многих и есть рыболовные календари, там, да, какая-то фаза луны, там, вот, рыболовный календарь. Да в смысле рыболовный календарь? Как ты можешь сделать на год рыболовный календарь, когда, ну, вот здесь вот так вот? Сегодня было минус 4 ночью, сейчас вот более-менее адекватная температура. Странные дела. И рыболовный календарь на год вперед никак невозможно сделать, это 100%. Также интернет, прогноз погоды он тоже не дает прям капитально. За неделю еще может быть, все остальное это уже с прошлогодного, ну, с прошлогоднего вот этого момента он берет. Так что такие дела, ребята. Надо жить сегодня и не завтра, и не послезавтра, и не на год. Я уже так понял, что надо двигаться просто по возможности и уезжать. Так что так. Да,
Здесь когда-то мне волки крепили, ребята. Примерно в это же время, даже позже, наверное, было. Я стоял. Ох, хорошо, как они здесь развивались. Многие писали, что это типа постанова какая-то. Странное дело, ребят. Я никогда постанову не делал. И не делаю. И я никогда не планирую, как снимать, что снимать. Я просто снимаю, вот и все. Ну, как оно есть. Тем более сейчас в наше время, как бы там, за контентом там я не гонюсь, понятное дело. Как бы вам нравится и все четко. То бишь с вашей стороны поддержка мне тоже нужна. Ждем, ребята, Налима, Никодима. Он должен быть сегодня. Сижу, ребята, здесь, скучаю. И у лагеря у меня загибончики. Ну, я думаю, Налим должен он подтягивать. Будем брать. Ну да, пьевка. Пьевочка. Ну, школота мелкая, блин, а. Ну все, это захавал уже. Доталово. Опа. Школота. В копилку что пойдет. Мелкий, конечно, ребят. Вот там по жабрам все хорош. Вот такой налим, ребят, у нас нынче. Ах, эх. Ну вон, трдын. И пожалуйста. Захавал. Грамм 300-400 такой налимчик. Вон, все, жабрам хана. Ну, берем в копилку, что. Сборная СССР, как говорится, солянки у нас сегодня. Так, ребят, ну что, возле костерка хорошо, но поработать надо. 11 час. Тишина. Леса, правда, лая, там надоело уже с этого края. Сейчас мы покажем, кто в гостях. Дрюнька. Слышите? Наверное, не слышно. Сейчас. Пару петард. Ну, как-то так. Ну, возможно, сейчас какой-то у них там гон, не гон, перегон. Обычно зимой, весной часто вот лисы воют. Ладно, погнали, братва. Так, немножко обозначились. Костерок все равно работает. Это такая тема. Дым, костер, когда ночуешь. Так, мало ли, от любого зверя. Ну, что-то подзенькивали вот эти. Те что-то крайне вообще молчат. Похолодало уже. Причем прилично. Роса пошла уже. Не роса, а вот этот изморозь.
идешь до них. О, бомбочки поздравал. Все. Лис замолчал. А ну-ка вот туда, ребята, как думаете? Опа. Подальше попробуем. Может там какой стоит. Ходит там, может бороздит. Такие дела. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Прибрал костер, ребята, камни в кучу все сдвинул. Сейчас нагреются и вообще класс будет. Весь мусор сжигаю. Костер из банок, ребята. Банки тоже горят при большой температуре. Ну, факт в том, что вот эти банки, ребят, которые уже, ну, то бишь, обжженные, они гниют очень быстро, ржавеют и начинают гнить. Хотя бы так. Ну а так я стараюсь даже с костра вывозить. Ну не на себе же завозишь все это дело. В пакет и в мусорку. Потому что вот здесь, ребята, все это будет затоплено весной. Останутся только камни, а эти банки
большим течением все смоет и разбросает по реке, получается. Ну, где-то на пляж закинет, возможно, в дальнейшем какую-нибудь деревню, где дети купаются, порежется и так далее. Ну, что-то типа такого. Я не знаю. Здесь по-хорошему, здесь хорошую яму надо было сделать и забрасывать, допустим, а не кидать вот так. Ладно. А у меня уже все сгорело. Ничего не осталось. Ну все, я дома, ребят. Палатка мой дом. Да, бывают такие моменты, что ночую по сезону бывает больше, чем дома. Как-то так. Вот почему и как бы и стремлюсь, чтобы было все здесь хорошо. Печка подходила. Было все уютно и комфортно. Потому что много времени, ребят, нахожусь именно в палатках. Именно не на избах, а именно палатки, ребят. Зато и топлю. Кемпинг, ребят, это решает. Ты мобильный, ты устроен и так далее. Ладно, что, у нас 2, уже 3 час, наверное. Рассветает уже в 5. Нифига, ребят, не звенит. Вообще 0. Прошелся, как пучки насажены были, так и как бы и стоит, в общем. Что-то с вечера, в общем, какая-то движушка небольшая. Ну, Галя не дала. Я думал, даст, не дала. Ну ладно, что, ребятки, как-то так. Там на жареху, на уху мы поймали, в принципе, нам достаточно. Все, разделся, снял носки, сырые полностью, блин. Ну, сейчас ножки подсохнут, нормально будет. Короче, что, ребят, буду балдеть, отдыхать. Ну так, сейчас прилягу монотонно, а так, если что зазвенит, то звенит. В общем, у нас сегодня такая беседа с вами полноценная произошла. А так, по кайфу все. Да, сегодня ночка такая спокойная, тихая. Костерок там догорает у меня. Дровишки есть. Так что
Все, ребятки, отлично. Все, будем до завтра. Точнее, до сегодня уже. Пару часиков, 2-3. Ну, 3-4, если дойдите, то пойдет вообще. Так-то 4, как в наряде. Все, огонь. Сейчас разбалдею здесь. Кайфово, тепло. Шикарно просто. Задремал уже, ребята. Донка трясется капитально. Пойдем брать. Так, что оденем? Эти легенькие оденем. Уже почти задремал. Донка бьет капитально. Ну и кто-то. Где ты, воин? Ага, там. Так, ладно, червей возьмем. Надо же было. Не клювало, не клювало. Палатки уже час наваляюсь. Уже начал закимаривать. Вот что-то звонко прям. А вдруг бонус наш, ребята? Ты? Вон она качает, ребята. Аж несло уже, смотрите. Берем. Давай, 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 давай. Да ну нафиг, чё? Сход. А нет. Да ёк, макарёк-то, а. Заглотил еще. Вот то и бьет. Ни хрена, это густера еще, ребята. Видали такую густерочку? Заглотила. По самой не балуйся. Вот и херачит. Как умалишенная. Густерка. Хрена густерка, блин. Ёк, макарек. Красотка. Раньше таких вот в деревне на обрывах ловили. На полудонку, блин. Ладно. Давай туда тебя. Раз на котлеты уже все пошло дело. Сразу хорошо червей взял. Блин. Калашматит. Я уже закимарил, блин. Так пригрелся. Замечательно. Ладно. Ну, думал, что-то прям серьезно. А там она бьется как ненормально. Ух, холодно-то как, а? Жесть. А я думал, сход, не чувствую нифига рыбу.
Доброе утро, ребята. Охотнички стреляют. Ну чё, рассвело, проснулся. 7 утра, 8 уже, наверное. До 3, наверное, ребята, я вот лежал там что-то еще. Вот, последний подлещик разбудил. Я уже закимарил, что-то слышу, долбит. Густерка. Думаю, блин, что-то, наверное, села. Она просто заглотила и все. Ну, в 3 где-то я там что-то закимарил. Вот, классно поспал. Ночь теплая, в общем, по кайфу. Дров в море он осталось. В палатку заготовил, думаю, топить буду. Не, нормально. Заварил, ребята, горячую кружку. Утро начинается вот с горячей кружки, не с кофе, а с темы. Вообще огонь. Я уже пробовал, ребята, разные варианты. Это получается куриный с лапшой. Есть там суп-пюре. Вроде гороховый еще есть. Вот. Ну вообще по кайфу. Зимой или вот так. Просто вот бульончик, знаете, вот так. Как будто и попил, и поел. Вообще кайф. Я уже нашел себя, ребята, в две порции. То бишь, ну, если хочешь жиденько, то 1 пачка. По идее, как бы на 1 кружку. Я 2. Вообще класс. Быстро, четко. Можно с майонезиком, еще вкуснее. А с хлебушком прикуску так вообще. Короче, рекомендую, ребята. Ну, в общем, как-то так. Что, ночь спокойно. Гусь не шел. Волки не выли. Все спокойно. Вот. Ну, в общем, что, завтракаю.
Да потихоньку собираться. Такая у нас доля рыбацкая. Лещ тоже не вышел. Вот сколько там, штук 5, наверное, попалось. Вот чуть больше ладошки. Короче, разнорыбица, ребята, мелкая рыба. Хейтеры, пишите, ругайтесь. Вот. Ну, ладно, побывал здесь хорошо. Нормально, закрыл галечку. Как бы, все равно она думается всегда здесь. Место тоже классное. И трофейная рыбалка здесь местами была. В этом сезоне она тоже порадовала судаком. Хорошим лещом 2+, не помню уже точно. Щуку брали здесь на двушку, на живца. Короче, нормально, галечка подкармливать, нет. Далековато, правда, до нее. Ну все, зато весь мусор, ребята, спалил. Все классно. Так что все, что сейчас завтракаю потихоньку с палатки, выношу. Открыл уже заслонку. В общем, у меня там прогорает, остывает. Тепло вообще, комфортно. Так что класс вообще. Походу, ребята, рыбка какая-то. По ощущениям. Кто это у нас? Это у нас с утра окунь. С утра, который вышел на охоту. Опять вышел на охоту. Заберем для коллекции, раз уже такое дело. Что-то унесло так ее, ребята, капитально прям туда. Я так не кидал, это точно. Вообще вон туда, ребята, унесло. Или тут рыба какая-то, или кто-то был. Вроде нет никого. Да, кто-то хапал. Хороший причем. Да. Кто-то был, ребята. Туда прям утараканил. Тут на камнях стоят нормально, ровно. Это прям так. Ну, с утра кто-то клювал, значит. Но я, к сожалению, спал, не слышал. Так, друзья, ну что, все. Я погрузился, собрался. Все, мотор греется, в общем, на хода домой. Ну, вот такая, ребят, рыбалка получилась. Не густо, но и не пусто, так скажем. Мелочушки там поддолбил немножко. Окушки там, 5 подлещиков, там, налимчик, щучка. Короче, на жареху, ребята, и на уху поймали. Такая, в общем, рыбалочка. Закрыл сезон, ребят, именно на галечке, я имею в виду. Попрощаюсь. До следующего фидерного сезона. Обязательно сюда приеду. Но в этом году уже нет. За мной чисто порядок, ребят. Спальное место, палатка, ни одного бычка.
Все, костер догорает. Там картошка, не стал я ее сжигать. Мало ли, может, какие-то охотники шурпу будут готовить. В общем, дрова я все сжег практически. Вот, чурочка одна осталась. Ну и прибрался здесь. Маломальский порядок навел. Вот. Вот так должно, ребята, оставаться место после рыбалки. Как бы. Но это не сложно, мне кажется. Такие дела. Ну все, ребят, что? У нас впереди новые приключения. Будем искать. Будем искать. А кто ищет, тот обязательно найдет. Все, ребята, мотор прогрет и погнали. Ну а вам желаю удачи, ребята. Спасибо, кто смотрел этот ролик. На связи.